На недавней встрече Союза политических сил обсудили вопросы, связанные с подписанием соглашения по госдаче Пицунда и трудности, препятствующие его ратификации. Жансух Худаевич, пожалуйста, прокомментируйте подписание соглашения. Здесь вопрос так звучит. Подписание соглашения по передаче части территории города Пицунды в собственность под юрисдикцию иностранного государства, проведенного с грубейшими нарушениями законодательства. Я так понимаю, что речь идет о государственной даче, которая расположена в Пицунде. Вопрос подписания соглашения по Пицунской даче вызвал очень большой резонанс в нашем обществе. И зачастую люди, не разобравшись в сути вопроса, пытались его политизировать и преподнести его как угроза нашей безопасности, нашему суверенитету и так далее. Очень много об этом говорилось. Что хотел бы сказать я? По хронологии событий всем нам с вами прекрасно известно, что в установленном порядке проект соглашения прошел все внутригосударственные процедуры в Республике Абхазия, в Российской Федерации, был подписан. Да, совершенно верно, на определенном этапе были обнаружены допущенные ошибки в части координат. Координат, которые, естественно, являются существенным моментом в этом соглашении. Именно поэтому на данном этапе ведется работа с российской стороной по определению выходов из сложившейся ситуации. Поэтому ни в парламенте, ни в исполнительной власти никто этот вопрос не пытается в таком виде, в каком он сегодня, его решать. Но если говорить по существу вопроса, о чем мы говорим, в чем обвиняет определенная политическая, так скажем, группа людей, наше правительство, президента в первую очередь, в том, что мы отдаем, вы обратили внимание на постановку вопроса, да, по передаче части территории города Пицунда. Не мне вам рассказывать, вы гораздо опытнее меня, о каком объекте идет речь. У меня часто в диалогах с нашими политическими оппонентами возникает один вопрос. Дорогие друзья, скажите нам, пожалуйста, можем ли мы с вами, люди, высокопоставленные чиновники силового ведомства, контрольных органов и так далее, сесть сегодня с вами в машину и поехать на территорию данного объекта? Очевидный ответ – нет. Это к вопросу о том, что мы хотим отдать под юрисдикцию иностранного государства такого рода объект. Абсолютно же очевидно, что и сегодня там юрисдикция не абхазского государства. Ни один контролирующий орган, ни один, так скажем, представитель власти без соответствующего согласования, соответствующей процедуры на этот объект попасть не может. То есть, если говорить о сути вопроса, то я абсолютно согласен с тем, что данное соглашение должно быть исправлено в части тех ошибок, которые были допущены, и оно обязательно должно быть подписано и ратифицировано, так как мы абсолютно уверены в своем стратегическом видении не на 10 лет. Российская Федерация является для нас единственным, главным стратегическим партнером и союзником. И ставить под сомнение вопрос нахождения этого объекта там, где он и всегда был, на мой взгляд, неверно. А в части того, какие дальше будут приниматься меры, то по завершению определенных консультаций с российской стороной, как я уже сказал ранее, будут предложены соответствующие решения. Как мы будем выходить из сложившейся ситуации? Ошибка, связанная с координатами, на каком этапе произошла и кто у нас за это должен отвечать?
Ну, по этому поводу проводились соответствующие работы, в том числе и Генеральной прокуратурой. Мнение Генеральной прокуратуры вы знаете. Исполнительная власть в ответ на предписание Генеральной прокуратуры соответствующий ответ направила. Могу с уверенностью сказать следующее. Приложением к соглашению, коим являются вот эти вот координаты, значит, данный проект поступил от российской стороны. По дипломатическим каналам проект поступил в Республику Абхазия на рассмотрение и был, соответственно, взят в работу. Степень вины того или иного должностного лица в данном случае мне определить сложно. Но сам факт того, что ошибки были допущены, конечно... Вам сложно, прокуратура что решит? Ну, с мнением прокуратуры, да, он отлучился, но, в принципе, мнение прокуратуры заключается в том, что если бы соглашение было ратифицировано, то была бы ответственность на двух руководителях. Значит, центральных органов государственного управления, которые непосредственно занимались этим вопросом. Но, на мой взгляд, здесь вопрос гораздо шире. В плане того, что стечение нескольких обстоятельств и отсутствие технических возможностей по своевременной проверке тех координатов, которые были указаны. И мне кажется, что вот очень часто говорят, что эти координаты любой школьник может проверить. Но вот, к сожалению, я с этим никак не соглашусь. Это абсолютно специфические данные, которые должен видеть специалист и обладать соответствующими технологиями и оборудованием для того, чтобы это проверить. Комментарий, мне кажется, должен быть четкий в этом плане, что там написано в одном из пунктов нового соглашения, каким образом используется данный объект, что он носит исключительный характер для обслуживания высокопоставленных лиц, высших должностных лиц Российской Федерации и так далее. В договоре же 1995 года одним из пунктов предусматривается субарендные отношения, то есть переданные, допустим, даже в пользовании имеют право передавать без ограничений, там даже так написано, юридическим и физическим лицам. То есть вот это, наверное, самый существенный нюанс. Все остальное поправимо, даже те ошибки, которые там есть. И еще один момент, когда передается объект, все равно земля остается в собственности Республики Абхазия и не может быть передана в собственность. Да? Даже те объекты, о которых шла речь о передаче, много было комментариев по поводу законодательства Российской Федерации, возможностей, значит, неких капитальных вложений с российской стороны, что это в обязательном порядке должно быть собственностью. Об этом тоже надо знать, об этом много тоже было сказано, но кому не хочется слышать, тот не слышит. Единственный вопрос, наверное, на который можно было бы обратить внимание, это вопрос тот, когда наступает момент расторжения договорных отношений, право собственности остается на тот момент, наверное, за теми, кто является собственником, как вопрос, там это отнесено к некой комиссии, которая будет регулировать эти вопросы. Может быть, если будет такая возможность, раскрыть немножко этот момент, что эта комиссия должна произвести соответствующую оценку и по желанию абхазской стороны компенсировать стоимость, если абхазская сторона решила не продлевать договорные отношения и так далее. Может быть, в этом контексте стоит там посмотреть как рекомендация. Да? Если кто-то думает, что получив собственность, кто-то сможет получить постоянно действующий государственный акт землепользования под собственностью, это неверное суждение. Почему? Потому что данный договор, где прописаны арендные отношения, после ратификации не попадает под условия земельного кодекса, когда собственность на арендованной территории может влечь за собой основание получения постоянного государственного акта. Вот это надо понимать, потому что все-таки пытаются навязать мнение о том, что под собственностью земля перейдет в собственность. Это исключено. Это исключено. Также, да, я, наверное, не ошибаюсь, да? Когда первые лица мощного такого государства, не вражества, а нашего дружества,
будут отдыхать и вообще будут иметь что-то такое. Просто людям надо объяснять, что это еще один большой зонтик для нашей защиты, физической защиты всего нашего народа и нашей маленькой страны. Просто надо об этом говорить. Мы действительно вот этот вопрос запустили. И мне кажется, не только те, которые подписали, надо, в общем-то, порицание вынести, и те, которые припрятали этот закон, вовремя не приняли. Такие вещи надо очень быстро делать в парламенте. То, что касается, здесь говорили относительно того, что когда, скажем, расторгается или же когда заканчивается договор, есть у нас пример замечательный, расписан он давно, ратифицирован по военной базе, по пограничникам, как и что надо делать. Там все расписано. И причем это расписано еще в 2008 году. Компания, она набирает обороты, чтобы вбит клин между Москвой и Сухумом. И акции, которые в последнее время проводятся в этом направлении, меня, откровенно говоря, это пугает. Когда стремительно растет объем товарооборота между Грузией и Россией, по первому кварталу, можно сказать, уже более 250 миллионов долларов. Это вообще очень огромный объем для Грузии. И к концу года наверняка будет больше миллиарда долларов. Как мы смотримся в этой ситуации? Какова будет наша судьба в будущем? Люди, которые пытаются вот эту вот гармонию нарушить между Россией и Абхазией, а я чувствую, это к этому идет дело. Как это отразится на судьбу нашего государства, на будущее наших детей? Ведь у нас немалый горький опыт в этом плане и в XIX веке, и опыт Нагорного Карабаха, который недавно, в общем-то, это же мы видим. И либеральничать, и, упражняться в деликатности с людьми, кто явно это делает, не стоит. Я думаю, что уже пора показать все-таки, что у нашей Абхазии есть интересы. Интересы государства и общества, а не интересы каких-то граждан, заблудившихся где-то или целенаправленно заблудившись. Откровенно говоря, я думаю, что власть должна более жестко в этом вопросе себя повести. Люди должны почувствовать, что они несут ответственность за судьбу нашего государства. Арт юхмарош игрцо хохо изымдруат вгахагадзем. Адгил Пицунда нагерахтод. Ну, вообще настолько провокационный вопрос стоит. Или же вот вопрос, 10-й. Продвижение законопроекта об парк-отеле. Угроза демографическому балансу в Абхазии. Какую угрозу несет парк-отель для Абхазии? Простите, пожалуйста. Какую угрозу несут в нашем демографическом процессе туристы, которые находятся на территории Абхазии? Сотни тысяч туристов. Они что, угрозу нашей демографии несут? Или наоборот? Они нас двигают вперед. Ведь наше население зарабатывает, государство зарабатывает. Страна в экономику, в копилку экономики идут огромные деньги. Посмотрите, как вопрос под каким соусом подается, под какой плоскости подается. Так что мы уже 3-й раз сегодня собираемся и очень много времени потеряли на обсуждение, прошу прощения, этого опуса. По-другому не скажешь. Здесь что не вопрос, так это бред вообще. Вот так я вижу постановку этого вопроса. Слишком много внимания мы уделяем. Значит, что в этом движении нет более-менее грамотных людей, которые более тонко и даже, я бы сказал, понятно поставить вопрос, что это такое, что это написано вообще. Как можно вообще так писать? Что значит передача частной территории Пицунды?
Какую территорию передаем? Я думаю, что вот во всех этих вопросах нам надо ставить вообще точку. И люди должны понимать, что это в интересах нашего государства, это в интересах нашего общества. Вот так надо ставить вопрос, а не в чьих-то интересах. Вот государство, границу нельзя открывать, парк отелей нельзя строить, госдачу, значит, нельзя отдавать в собственность. Во-первых, мы землю в собственность никому не можем передать. Он передан в 1995 году. Это вот мы свидетели, здесь сидят депутаты первого парламента, вот настрое, на наших глазах все это событие разворачивалось. И, конечно, она не может подлежать какому-то пересмотру. Не может подлежать. Это решенный вопрос. Общество должно понять, что будет дальше тогда, потому что если там есть определенные нарушения с координат, в таком виде понятно, почему депутаты не могут ратифицировать. Вот. Наверное, вы проговариваете с российской стороной эти вопросы. Да, и еще работа идет. Вы уже об этом сказали, и мы четко можем тоже об этом заявить, что работа идет, и координаты должны быть изменены. Конечно. Да, по-другому никак не может быть, они должны быть изменены. И еще там один вопрос ставится о том, что объект не передается третьим лицам. Право передачи. Без права передачи. Это есть правки. Стоит же тоже, да, конечно, вопрос? Конечно. То есть получается, что этот вопрос у нас сейчас на паузе, он прорабатывается с российской стороной, администрацией, наверное, Министерством иностранных дел. К сожалению, здесь нет министра иностранных дел, мы тоже хотели с ним об этом поговорить, но он на паузе, правильно? То есть остроты сейчас такой нет у нас. Выявлены определенные тоже проблемы, которые будут решаться. Завтра смотрите обсуждение и комментарии вопроса о перечне товаров, перевозимых через границу по реке Ингур.